Он все открыто, возле берегов. Здесь озеро выходит и все открыто. В прошлый раз Айда тоже побежала туда и искупалась конкретно. Вот так вот. Январь, а у нас дожди были. Карткиросский район, село Нивширо. Впрочем, видео с открытыми реками в январе 2018-го можно было снять и в других местах. Это не мешает людям выходить на неокрепший лед. Вот сыктывкарец покоряет Сысолу на лыжах. Для одних заснеженная тропинка в районе Сыктывкарского Кировского парка всего лишь развлечение, для других – дорога на большую землю. Здесь каждый день можно встретить сотни жителей Заречья. Хотя запрещающие знаки стоят, и даже мост есть. Правда, до него минимум 800 метров. А эта ледовая переправа, пусть и неофициальная, зато ближе и короче. А здесь всю жизнь ходили и будут ходить. Я уже говорил об этом. И просто нужно нормальную переправу сделать. Положить доски, тут 10 метров всего нужно положить. Потому что в основном тут немножко, так сказать, опасное место. А потом тут уже безопасно, лед-то толстый. На запрещающие знаки глаза закрывают и жители других муниципалитетов. В том же Устцилимском районе большинство ледовых переправ открыли еще в конце декабря. Но основную через Печору, которая связывает муниципалитет со столицей Коми, лишь 9 января. Но и до этой даты кирпич здесь никого не смущал. Ездили и автолюбители, и таксисты. Силами местных дорожников наморозили дополнительный слой. И как только намерили необходимые 25 сантиметров, поставили разрешающие знаки и минимальные 3 тонны. Ежедневно осуществляется патрулирование по проверке ледовой обстановки, проводится мониторинг ледовой обстановки, следят за тем, чтобы не нарушались требования обеспечения безопасности людей на водных объектах. Сознательные граждане не поедут под кирпич на всех ледовых переправах, и в процессе их оборудования стоят знаки или запрещающие знаки выезд, или когда уже разрешен проезд, то уже установлен тоннаж, по каким требованиям может проезжать автомобиль. Поэтому в большинстве случаев все соблюдают. И здесь не без исключений. Один за другим в районе Усть-Усы под Печорский лед ушли 2 внедорожника. В соцсетях объявили настоящую спасательную операцию по вызволению машин из ледяного плена. Раньше, говорят водители, именно здесь была официальная переправа. Вот и едут все по старой памяти. В 2018-м зимник намораживают в другом месте, но даже он еще официально не открыт. Пока дорожники работают, усинские чиновники думают, как все-таки перекрыть проблемную январскую дорогу. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.